Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Завершается республиканский молодежный фестиваль «Мусустар». Финал фестиваля пройдет завтра, 25 марта, в спорткомплексе «Триумф». Фестиваль впечатляет не только масштабом и количеством участников, но также приездом интересных, неординарных экспертов по различным направлениям с разных уголков нашей большой страны. И наша гостья в студии сегодня Юлия Медведева, член экспертного сообщества учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас у нас в Якутии. Вот расскажите о себе, откуда вы и чем занимаетесь. Меня действительно зовут Юлия Медведева. Я преподаватель в системе среднего профессионального образования. То есть я работник колледжа, обучаю профессии студентов. Также я работаю координатором клуба «Большой перемены» и занимаюсь очень активно внеклассной деятельностью. А вот что в себя включает эта внеклассная Внеклассная деятельность включает абсолютно все те направления, которые желают реализовать студенты. То есть там предлагается Россия — великая страна с великими возможностями и предлагает очень много вариантов развития молодых людей. Поэтому я постоянно своим студентам предлагаю: так, смотрите, у нас есть такое мероприятие, что мы хотим. Кто-то хочет порисовать, кто-то хочет там где-то поучаствовать в конкурсе. И вот таким вот образом распределяемся. Патриотически очень любим тоже мероприятия. То есть поддерживаете, да, вот действия студентов, Да. какие-то новые идеи. Вот каким образом вы стали экспертом молодежного фестиваля «Мусустар»? Вот как все это началось? Началось это с сообщества форума классных руководителей. Я являюсь очным участником второго сезона данного форума, который проходил в Москве. И в сообществе, именно в интернет-системе, в телеграм-канале, мы познакомились с Ириной Бурцевой. Ну и таким образом были мной предложены темы для выступления. Они оказались актуальными для данного мероприятия, и с радостью вот я здесь оказалась. Угу. Вот расскажите, да, сообщество учителей-блогеров. Вот что это за сообщество, чем оно занимается? Сообщество учителей-блогеров — это абсолютно новая инициатива Общественного совета при Министерстве образования Российской Федерации. Ввиду, наверное, современного времени появилось, оно стало актуальным. В нем есть 26 председателей совета, основной состав, и есть сообщество экспертное, в которое входит 176 педагогов со всей страны различного направления. То есть это не только система среднего профессионального образования, это школьные учителя, педагоги дополнительного образования, директора школ, различные абсолютно. Есть коммерческие организации, то есть абсолютно разноплановое сообщество. Главное, чтобы педагог был действующим, можно сказать, блогером. Да? Угу. Ну вот благодаря своим инициативам вы участвуете в качестве эксперта в различных мероприятиях вот, образовательной сферы. В какой ряд вот, вы бы поставили наш республиканский молодежный фестиваль «Мусустар»? Ну и в каком контексте, конечно же? Ну, «Мусустар», говоря о том, что я мало была знакома вообще с Якутией в целом, я могу этот фестиваль поставить на какой-то прям обособленный уровень, потому что, выйдя с аэропорта, я сразу как-то почувствовала, знаете, такие якутские объятия. И я сейчас не о морозе говорю, а наоборот. Настолько добродушная обстановка, теплый, добрый прием, поддерживающий. Просто мне кажется, что я вот когда здесь нахожусь, я могу повернуться в любую сторону, что-то сказать, спросить у человека, и мне любой поддержит, ответит и расскажет с удовольствием. То есть этот фестиваль не похож ни на какой-то? Он вот какой-то прям особенный, уютный, добрый, как-то вот обособленно, да, он встал. Ну, вообще, от самого фестиваля какие у вас впечатления? Вот, ощутили ли масштаб? Да, вчера было 3 лекции, да, по тематикам различным для молодых педагогов. И вы знаете, я ощутила вот эту вот искорку, да, что люди, оказавшиеся на этом фестивале, они не просто так там оказались, они пришли за какой-то целью, они действительно готовы к работе, и то, что было непросто там оказаться. Да. Вот расскажите о ваших лекциях, о чем рассказывали, чем делились? У меня такие 3 как бы траектории, 3 тематики основных моих. Это геймификация образовательного процесса,
применение социальных сетей во внеурочной деятельности, да, я это очень люблю, и имидж педагога, соответственно, в социальных сетях. По данному направлению я занимаюсь и научной, в том числе, работой, я аспирант еще Алтайского государственного университета, направление медиакоммуникации, соответственно, вот такая у меня медиапедагогическая тематика. Ну вот очень интересно, расскажите, как можно применять соцсети в педагогической деятельности? Соцсети в педагогической деятельности позволяют педагогу быть ближе к студенту, школьнику, быть на одной волне. Когда ученики осознают то, что педагог в теме, можно, да, так сказать, так выразиться, они понимают, что ему можно и довериться, с ним можно обсудить какие-то инициативы, да. Он, наверное, послушает, да, если он со мной на одной волне находится, вероятнее всего, что он больше поймет и проникнется ко мне. То есть это помогает и на психологическом уровне, и, в принципе, мы должны быть современниками своего времени. Ну да, действительно. Ну и соцсети сближают, естественно, да. То есть Да. проще Это, общение. знаете, это такой сразу доверие, какой-то прям шаг доверия, планочка перешагивается. Мгм. Ну как вы оцениваете уровень участников фестиваля? Вот и в целом молодежи Якутии. Что заметили? А я в целом, знаете, заметила, что Якутия очень молода, и здесь уделяется особенное внимание развитию не только педагогической сферы, а в принципе развития молодых людей. Очень, что важно и для других также регионов. Здесь прям ярко прослеживается отношение, поддержка властей, поддержка в том числе, это прослеживается не везде, для молодых людей. То есть здесь не только предоставляются какие-то, вот мы можем сделать так, 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 а здесь еще давайте мы вам поможем, что сделать для вас, чтобы вы там следовали в этом направлении. Вот таким вот образом работа строится. Это очень, знаете, прям прекрасно. Вот было ли у вас время, может быть, ознакомиться с нашей столицей или с местной культурой? Где побывали? Вот расскажите об этих впечатлениях. Это тоже особенное вообще событие. Мы успели прогуляться немного по городу вечером. Притом, я не знаю, кто-то, наверное, заказал это. Для нас падал пушистый снег, да. Это очень прекрасные такие моменты, конечно же. Также сегодня меня Якутия удивляет каждый день, если честно. Я думаю, что, наверное, все я увидела, да, она прекрасна, Якутия, и дальше будет так же. Но нет, вы же удивляете меня и удивляете. Сегодня мы утром посетили царство вечной мерзлоты. Я сибиряк, я из Алтайского края, я знаю, что такое зима, да, но такой красоты я не видела. Серьезно, я хочу привести своих детей сейчас, не сейчас, вообще в принципе такая идея у меня появилась, потому что это должен увидеть каждый. Ну, в Якутии действительно можно приезжать всей семьей, но можно выехать за пределы Якутска, я вам скажу, и увидеть тоже очень много всего удивительного. Давайте вернемся к самому фестивалю. В каких, получается, экспертных сообществах вы участвовали именно здесь? Вот что обсуждали, вот, помимо соцсетей и молодежи? Ну, вот здесь я участвовала хедлайнером мероприятия, проводили трек «Перспективы в Познании», на котором непосредственно встречались с молодыми педагогами. Я им представляла геймификацию в образовании, рассказывала. Геймификация — это очень объемно, это очень хороший инструмент для поддержки мотивации нашего ученика. Нам же надо как-то соперничать, что ли, с социальным пространством, да, во время своих занятий. Поэтому геймификация очень хорошо помогает в этом. И не просто мы поразговаривали про эту геймификацию, а также я предлагала педагогам поиграть в игру свою. Да, я привезла вам настольную игру, которая адаптационная для школьников, перешедших в СПО, поступивших в студенчество. То есть вот этот шаг, ступенька, да, психологически очень важна. И, знаете, было очень прекрасно наблюдать, как педагоги вовлекаются сами в эту игру, вспоминают своих преподавателей, как они учились, выполняют движения, там, да, берут эти карточки. Там есть задания различные и на поговорить, вспомнить, рассказать и сделать в том числе. Есть тоже работа на командообразование, и, в общем-то, очень активные педагоги, они вовлекаются в работу
сразу же, просто заходя в аудиторию, уже идут и вопросы, и какие-то там предложения даже, да, прозвучали от некоторых педагогов. Ну, у вас трек завершился, я так понимаю. Вот, чем Да. он завершился, какие можете сделать выводы, что отметить вот для себя или, может быть, А, рассказать о наших педагогах? Я могу отметить то, что педагоги именно, да, вот с некоторыми, я так полагаю, у нас будет сотрудничество с некоторыми педагогами, да, в дальнейшем. Также я, конечно, хотела бы проявить, ну, занимаясь вообще, в принципе, имиджем педагога, эта тема тоже очень глобально объемная, ее нельзя ни за час рассказать, ни тем более за полчаса. И я так решила, что на своей страничке как раз буду поддерживать педагогов и сделаю себе рубрику по этому поводу. Да, я занимаюсь теорией архетипов личности, вот, и в данной тематике я так решила, что это действительно необходимо, потому что тема была, интерес был, соответственно, стоит помочь молодому поколению педагогов. Юлия, ну и что насчет будущего участия в фестивале? Приедете ли в следующем году? Что еще готовы рассказать, может быть? Вы знаете, если меня пригласят в следующем году, я с удовольствием приеду, потому что я под большим впечатлением и от самого фестиваля, и от самого места, от людей, которые окружают меня на протяжении вот всего лишь, вообще-то второй день всего лишь, мне кажется, целая жизнь, столько всего нового. Я бы хотела оказаться здесь летом, на вашем прекрасном празднике, потому что на данном фестивале еще присутствовали некоторые педагоги, на которых была тематика местная, Национальная одежда. да, национальное украшение у них были. Да, и хотелось бы увидеть вот действия, национальные танцы, они же лучшие. Ну, они всех же- действительно да. самый крупный праздник, летний, поэтому Да, и обязательно вот приезжайте, очень, конечно. очень, да, прекрасное событие, очень колоритное. И вот это знание своей истории, знание своих корней, оно очень вызывает уважение. И причем это у каждого, с кем разговариваешь. Ну вот вы увидели фестиваль изнутри. Вот у вас есть прекрасная возможность рассказать нашим телезрителям, почему стоит в нем участвовать. Стоит участвовать в фестивале, потому что он дает очень много возможностей. Это возможность и быть услышанным, то есть чтобы свою какую-то идею, уже имеющуюся, да, там, продвинуть, реализовать, и дает возможности идеи эти получить, потому что на таких мероприятиях очень много можно идей. Когда мы работаем на одном месте, тем более специфика Якутии, когда это вот то, что съехались, это же не постоянно такое происходит, да, в одном месте собрались, это масштабное мероприятие, а потом все разъедутся, педагоги, на свои места, и они уже будут нести дальше эти практики. У каждого своя какая-то практика, свое отношение, и когда собираются все вместе, только лишь внутри общения уже участников, да, не говоря даже о значимости там, знаний, которые привозят там, гости мероприятия, да, спикеры, уже внутри общения они могут получить очень много полезной информации. Плюс еще я хочу отметить то, что на этом мероприятии был такой интересный формат, когда команда состояла не просто мы из одного образовательного учреждения, команда, а в этой команде был социальный педагог, там, один социальный педагог, один дополнительное образование, один школа, начальная школа, старшая школа, представители СПО, то есть по 6 человек были команды, и каждый человек представлял какую-то одну ступень образования. Вот это очень ценно, потому что тоже мы часть одной системы, мы часть звенья одной цепи. Ну и по такой уникальный факту. формат, он помогает, да, найти И мы общий можем язык, в таких да? встречах, да, есть возможность узнать проблемы предыдущего звена, да, узнать там пожелания следующего звена и вот повзаимодействовать. Вот это тоже очень ценный такой формат, я таких не встречала. Ну, Юлия, спасибо вам за теплые слова о Якутии. Спасибо, что приехали к нам. Будем ждать вас в гости, особенно летом. Приезжайте, будем рады пообщаться. Благодарю за теплый прием. Очень рада буду оказаться здесь вновь. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.